السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. По милости Аллаха Субхану ва Тааля продолжаем с вами уроки, посвященные изучению и правильному пониманию имен Всевышнего Аллаха. На прошлом уроке мы с вами прошли имена Аллаха Аль-Малик, Аль-Малик и Аль-Малик. И сказали, что эти имена указывают на полноценную власть и распоряжение, управление Аллахом Субхану ва Тааля своими рабами и всем, чем Он владеет. Сегодня же перед нами имя, которое в неком роде связано с именем Аль-Малик. И это имя Ар-Раззак также звучит как Ар-Разик в другой форме. Имя Ар-Разик также в форме Ар-Раззак приходит. То есть, если сразу сказать, это дарующий пропитание. Дарующий пропитание. То есть, мы сказали в какой-то напрямую, даже можем сказать, что это связано с именем Аль-Малик. Мы сказали, что Аллах Тааля Аль-Малик владеет всем, все имущество принадлежит Аллаху Тааля. Все, что в этом мире, это принадлежит Аллаху. И Аллах дает из этого имущества тому, кому пожелает, столько, сколько пожелает, так, как Он этого желает. Потому что Аллах, Он Ар-Раззак. То есть Он не просто владеет этим имуществом, но Он это имущество еще дарует своим рабам. Потому что, как Он сказал о себе, Он Ар-Раззак, то есть дарующий пропитание. Как в Коране, в суре Ад-Дарият, 58 аяте Аллах Та'аля говорит: «Инна Аллаха хуа ар-раззаку зуль кувватиль матин». Аллах, Он дарующий пропитание, обладающий силой, могущественный или твердый, как переводят на русский язык. Эти имена еще мы с вами пройдем. Аль-Кауи и Аль-Матин. Эти имена, иншаллах, у нас впереди. Но в этом аяте мы изучим имя Ар-Раззак, дарующий пропитание. И как в других сурах, как в суре Аль-Джумаа, Аллах говорит: «Валлаху хайрур разикин». Аллах наилучший из тех, кто дарует пропитание. «Ва инна Аллаха лахуа хайрур разикин», сказал в суре Аль-Хадж, 58 аяте, и поистине Аллах наилучший из тех, кто дарует пропитание. И в суре Аль-Маида, 114 аяте, Аллах приводит слова мольбы Его рабов: «Варзукна ва анта хайрур разикин». И даруй нам пропитание, ведь Ты наилучший из тех, кто дарует пропитание. Или же удел, можно перевести как удел тоже. То есть этот Ар-Раззак, Ар-Разик – это имена, указывающие на то, что Аллах дарует ризк по-арабски. Ризк мы переводим на русский язык как пропитание. И что же такое ар-ризк с арабского языка? В арабском языке ар-ризк дает объяснение, что это то, в чем люди находят пользу для себя. То, чем люди пользуются, находят в чем-то пользу, это является ар-ризк. Ар-ризк, пропитание. То есть, это все то, иными словами, можем дать объяснение, все то, что нужно для человека, для полноценного существования и проживания в этой жизни. Это сюда входит и еда, и одежда, и жилье, и транспорт, и семья, и потомство, и знание. Все, чем человек пользуется, и это ему необходимо для проживания в этом мире, для достижения своих целей, это называется ар-ризк. Ар-ризк в арабском языке звучит так. Вот. Также в арабском языке есть другой термин аль-кут. Аль-кут – это непосредственно сама еда, относится именно к самой еде. А ар-ризк же, пропитание, не нужно понимать, что это касается только еды. Нет, ар-ризк – это более общее название всего того, чем мы пользуемся. И Аллах, Субхану ва Тааля, назвав себя Ар-Раззак,
сказал, что Он тот, кто дарует нам вот это все пропитание, удел в этом мире. И что касается арабской формы этих имен, да, сразу разберем. Ар-Разик, это переводится дарующий пропитание. А Ар-Раззак же это форма преувеличения, или же, как можно сказать, гипербола. То есть форма преувеличения. Аллах, субхану ва тааля, называет себя Ар-Раззак, дарующий пропитание, или же, как можно сказать, дарующий в большом количестве и дарующий всем. То есть никого Аллах, субхану ва тааля, не оставляет, Он всем дарует ризк. Он Ар-Раззак. Он не просто Ар-Разик. Вот. Ар-Разик может быть в этом мире, Ар-Разик, и человека можно называть Ар-Разик, то есть дающий ризк. Например, глава семьи, он кормит свою семью, дает им еду. Но Ар-Раззак, им может быть только один Аллах, субхану ва тааля. Он как в этом мире дарует пропитание, Он также дарует пропитание в следующей жизни. И также пропитание, которое дает Аллах, оно касается как физического, внешнего пропитания, также оно касается внутреннего пропитания, духовной пищи. Вот. А человеческое пропитание же, оно ограничено, оно с недостатками, а пропитание Аллаха, оно вечное. Если же пропитание человека, оно заканчивается, имущество человека заканчивается, и по факту, как мы уже разобрали, человек и не является владельцем своего имущества. Это имущество лишь даровано человеку на временное пользование. Это что касается значения. Также это имя у нас приходит в хадисе, который приводится у нас в книгах Ас-Сунан, то есть в Сунан Аби Дауд, в сборнике Абу Дауда, и также в сборнике Ат-Тирмизи и Ибн Маджа, и также в сборнике имама Ахмада хадисов с достоверным иснадом. Анас ибн Малик, радийаллаху анху, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приводит хадис. В одно время, говорит, цены взлетели, цены поднялись. То есть это всегда было, не только в наше время. Цены подскакивают, бензин растет, хлеб, молоко, продукты растут, плата за ЖКХ у нас поднимается, растет, да? Это и в то время такое происходило. И цены, говорит, поднялись, и людям стало в тяжесть. И они обратились к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «О посланник Аллаха, установи нам цены», они сказали. «Установи цены на товары». И тогда он сказал следующее, алейхиссалату вассалям: «Инна Аллаха хуа аль-халик, аль-кабит, аль-басит, аль-разик, аль-муса'ир». Поистине Аллах, Он Творец, Он удерживающий удел, и Он также расстилающий или же распространяющий удел. И Он ар-разик, Он дарующий пропитание, и Он устанавливает цены, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. И я надеюсь встретить Аллаха, и никто в этот день не попросит у меня за несправедливость, которую я ему оказал в имуществе или же в крови, то есть в жизни. То есть я надеюсь встретить Аллаха, не причинив никому несправедливость, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть что касается этого хадиса, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит об Аллахе, что Он дарующий пропитание, и что Он устанавливает цену. То есть цены, они устанавливаются по предопределению Аллаха. То есть когда у человека, у людей появляется спрос, какой-то товар становится востребован, то и он в цене может возрасти. Вот, то есть его становится, люди нуждаются в нем, и из-за того, что они нуждаются, они все раскупают, потом его становится меньше, но люди продолжают в нем нуждаться, из-за того, что его мало, цены растут, и таким образом, то есть цены регулируются на рынке. И это происходит по предопределению Аллаха, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Тааля, Он устанавливает цены. И этими ценами Аллах испытывает людей.
испытывает. И говорит, если я установлю цены, то есть из его слов следует, если я установлю цены, то тем самым я могу кому-то причинить несправедливость, зульм. Могу кому-то причинить несправедливость, зульм. Потому что эта цена будет равна для всех продавцов. А не все же продавцы товар находят по одной и той же цене. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, может установить такую цену, по которой для одного продавца в этой цене есть прибыль, а для другого в этой нету прибыли. Может это даже быть дешевле той цены, по которой он приобрел товар. И тем самым, получается, он работает, продает себе в убыток. Купил подороже, продал подешевле. Если цена бы была одинаковой для всех. То есть тем самым пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отказался устанавливать цены. И в этом хадисе он привел имя Аллаха Ар-Разик, дарующий пропитание. И что же означает Аллах Тааля дарует пропитание? Ар-Разик. Что это значит? Это значит, что Аллах Субхану ва Тааля, Он поручился и Он заботится о том, что Его рабы, все Его рабы получат свой удел в этой жизни. И что Его рабы будут иметь те средства для существования, в которых они нуждаются для полноценного существования, для достижения своей цели. И Аллах Тааля поручился за это. Как в суре Худ, в 6 аяте Аллах Тааля говорит: «Вама мин даббатин фил арди илля аля Аллахи ризкуха». Какое бы животное на земле не было, Аллах даст ей пропитание. Аля Аллахи, то есть в арабском языке на Аллахе лежит ее кормление, если можно дословно перевести. То есть Аллах Субхану ва Тааля, Он поручился, что даст пропитание всем животным, которые живут на земле. И в другом аяте говорит: «Вакаайи мин даббати ла тахмилу ризкаха, Аллаху ярзукуха ва ийякум». Сколько животных, говорит, которые не способны хранить или запасаться едой. Аллах, говорит, им дает пропитание, и Он прокормит и вас. То есть, как мы наблюдаем, большинство животных, они не запасаются едой. Они поели и ушли. Они не сушат, они не замораживают, они не маринуют, не солят. Нет. То есть, у них нет такой возможности. Но Аллах, Субхану ва Тааля, Он поручился, что Он их будет кормить. И Он дает им ризк, дает им пропитание. И за это, за пропитание Аллах Тааля, Аллах, Субхану ва Тааля, не просит ничего взамен. Как говорит: «Валлаху ярзуку ман яшау бигайри хисаб». Аллах Тааля, Аллах Всевышний, Он дает пропитание, кому пожелает, безвозмездно. Безвозмездно. То есть Аллах, Субхану ва Тааля, не просит от нас за это что-то. Но Он дарует все это, и Он, Аллах Субхану ва Тааля, нас создал для того, чтобы мы Его возвеличивали и поклонялись Ему. Как в другом аяте говорит: «Вама халакту аль-джинна валь-инса илля ли'абудун, ма уриду минхум мин ризки, вама уриду ан ют'имун». Я создал джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не прошу от них, чтобы они дали пропитание Мне, и не прошу, чтобы они Меня кормили, говорит Аллах Тааля. Все эти блага Аллах нам дарует, весь ризк, пропитание дарует для того, чтобы мы поклонялись Ему и возвеличивали Его. И если обратиться к аятам, в которых Аллах Тааля напоминает нам о том, что все пропитание и ризк лишь от Него, то эти аяты мы можем разделить на два вида, на две категории. Первая категория аятов – это те, в которых упоминается пропитание как нигмат, как благо, как возвеличивание в отношении человека. Другая категория аятов – это те аяты, в которых Аллах Тааля требует от нас совершения какого-то поклонения или же оставления какого-то греха и упоминает в них пропитание, которое Он нам даровал. К первой категории аятов мы можем привести такие, то есть где Аллах Тааля упоминает пропитание как нигмат, как благо, которое Он нам даровал.
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. Аллах, Он тот, кто сотворил из вас жен для вас. И сотворил из ваших жен для вас сыновей и внуков, и дал вам, и накормил вас, или дал пропитание вас из благого. Дал вам пропитание из благого. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Разве они веруют в ложное, и в Аллаха они не веруют? В другом аяте Аллах говорит: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Мы возвысили сыновей Адама и وَحَمَلْنَاهُمْ и вводим их по земле и по морю. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. И мы даровали им пищу благую. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. И мы возвысили их и дали степенями над многими творениями, которые живут на земле. То есть такие аяты Аллах Та'аля нам упоминает, что Он дал нам ризк, что Он нам дал пропитание. Все, что у нас есть, это все от Аллаха. Аллах Та'аля нам дал разум, нам дал тело, которое у нас есть, нам дал все возможности для нас открыл, раскрыл. Это все от Аллаха. То, что люди плавают на море, то, что сейчас люди летают на небе, летают в космосе, это все Аллах Субхану ва Тааля нам открыл. Это все блага, которые нам Аллах Тааля дал. И Он нам это упоминает для того, чтобы мы были Ему благодарны. И для того, чтобы мы поклонялись одному лишь Аллаху. А ко второй же категории аятов мы можем привести как примеры, как Аллах Тааля приказывает нам платить или же расходовать имущество на пути Аллаха. И аргументирует это тем, что Он нам даровал это пропитание. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. В суре Бакара 254 аяте Аллах говорит: о те, которые уверовали, расходуйте из того, что мы вам даровали, из риска, из пропитания, которое мы вам даровали, до того, как придет день, в котором не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. И неверующие, они являются залимун, беззаконниками, или же беззаконниками можно перевести. Зулам калушилар, несправедливые, да. И они являются несправедливыми, говорит Аллах Тааля. И в этом аяте Аллах Тааля приказывает нам расходовать из имущества, которое нам даровал, использовать это имущество на пути Аллаха, в пользу мечети, скажем, в пользу мадресе, помогать бедным мусульманам, нуждающимся мусульманам, использовать это имущество на пути распространения религии Аллаха Тааля. И говорит, аргументирует это тем, что Он, Аллах, нам дал это имущество. Он нам дал это имущество. И раз Он просит, значит, раз Он требует от нас, мы должны это выполнять. Мы должны использовать это имущество, как нам Аллах Тааля велит. Ведь Он нам даровал, и Он хозяин. И тут также можем привести аят. Аллах Тааля запрещает нам убивать своих детей, боясь страха. И тут мы два аята приведем и сравним эти два аята. Аллах Тааля говорит: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. В первом аяте в суре Аль-Исра Аллах Тааля говорит: не убивайте своих детей, боясь голода. Мы накормим их и вас. Аллах Тааля говорит. В другом аяте говорит Аллах Тааля: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Аллах говорит: не убивайте своих детей из-за голода, мы накормим вас и их. Если вдуматься в смысл этих аятов, то нам откроется великий
великая мухджиза, великое чудо Корана и глубина значений, глубина смыслов книги Аллаха Субхану ва Тааля. В первом аяте Аллах Тааля говорит: не убивайте детей из-за страха голода. Мы накормим их и вас, говорит. То есть начинает сначала с детей, а потом заканчивает вами. Почему? Он говорит, из-за страха голода. То есть человек в данном случае еще голода нету. Он живет нормально, голода нету. Но он из-за страха голода боится, что не сможет прокормить ребенка, и поэтому совершает грех. Как раньше арабы совершали. Они убивали своих детей, младенцев. Или как можно сегодня провести параллель с абортами. Человек боится, что не сможет прокормить ребенка, и тем самым совершает аборт. Аллах говорит, мы накормим их и вас. То есть не бойтесь, что вы не сможете прокормить детей. Аллах их накормит. И мы, и вас тоже накормит, говорит Аллах Тааля. В другом же аяте Аллах говорит, не убивайте детей из-за голода. То есть, значит, уже время голода. И в данном случае человек боится за себя, что он голодает, что ребенок, он заберет его ризк, заберет пропитание, и ему самому не останется. И в данном случае из-за этого он убивает ребенка. Из-за страха за себя. И поэтому Аллах Тааля начинает тут с вас, то есть самого человека. Аллах накормит вас и накормит их. А заканчивает детьми. То есть аяты, если сначала, то есть с первого раза они кажутся одинаковыми, можно сказать. Но если вдуматься в смысл, то мы понимаем глубину мысли, глубину значений аятов Корана, слов Аллаха Субхану ва Тааля. И также Аллах Тааля приводит ризк, пропитание, и говорит, что пропитание это является нет, не вывод. Следствием или последствием богобоязненности. Как в суре Ат-Таляк Аллах говорит: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. И тот, кто боится Аллаха, является богобоязненным, то есть совершает повеление Аллаха и сторонится его запретов, Аллах даст ему выход из любой ситуации и даст ему пропитание оттуда, откуда он этого не ждет. И этими аятами Аллах Тааля призывает нас быть богобоязненными. И тут множество у нас аятов приводится, где Аллах Тааля нам дает какое-то повеление и аргументирует это тем, что Он тот, кто дал нам ризк, тот, кто дал нам пропитание. Из всех этих аятов следует, что мы должны поклоняться, мы должны возвеличивать одного лишь Аллаха Субхану ва Тааля. Ведь Он тот, кто нам все даровал, все пропитание от Аллаха. И из этого также становится понятно, почему Аллах Тааля не прощает ширк, многобожие. Ведь если задуматься, Аллах Субхану ва Тааля дарует человеку все в этой жизни. Он даже не появился на этот свет, он в утробе матери, а Аллах Субхану ва Тааля уже дает ему ризк, пропитание. И пока он еще в утробе матери, Аллах Тааля посылает ему ангела, который записывает до конца его жизни его ризк. Как об этом сообщил нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Когда каждый человек в утробе матери, ангел приходит и записывает его ризк, его удел, его пропитание, его жизнь, его деяния, и будет он счастливый, или же будет из несчастных, говорит. И в этой жизни все, что у него есть у человека, это от Аллаха. Но, несмотря на это, находится тот, который идет к кому-то помимо Аллаха, просит у кого-то помимо Аллаха, возвеличивает его наряду с Аллахом, боится его так же, как боится Аллаха, любит его так, как любит Аллах, или даже сильнее. Это есть величайший зулм, несправедливость. И Аллах, Субхану ва Тааля, такой грех не прощает, как об этом Он нам сам сообщил, если только человек не покается и не оставит это деяние. И если вернемся к ризку, к пропитанию, то его
ученые разделяют на два вида. Пропитание у нас бывает двух видов. Первый вид пропитания, он касается всех. Это пропитание телесное, питание телесное. Оно Аллах Субхану ва Тааля обещал и, как мы сказали, поручился, что это пропитание коснется всех его рабов, как верующих, так и неверующих, как искренних, так и неискренних, как святых, можно сказать, так и грешников. Это все коснется их. Потому что Аллах Та'аля сказал, мы сказали, какое бы животное ни было на земле, Аллах даст ему пропитание. И об этом также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, у нас в хадисе приводит, что, как приводится от Абу Муса аль-Аш'ари, «Ма ахадун асбару аля ада сами'аху мин Аллахи, яддa'уна лаху аль-валад, thumма ю'афихим ва ярзукухум». Нет никого, говорит, более терпеливого к вреду, зиян деп айтайық, зиян түгел енді бұл. То есть, неше тәржеме етергә була? Әзә. К вреду, ну, можно сказать, да. К вреду, то есть нет никого более терпеливого к вреду или к вредным словам, которые говорят по отношению к нему, к обидам, можно сказать, кроме Аллаха. Они, говорит, люди, приписывают ему ребенка. Несмотря на это, Аллах говорит, Он снисходителен к ним, Он дает им исцеление и Он дает им пропитание. То есть из этого хадиса следует также, что Аллах Та'аля дарует пропитание всем, вне зависимости, кем является человек. И второй вид пропитания – это питание духовное. И это касается лишь искренних рабов Аллаха, Субхану ва Тааля, верующих рабов Аллаха. Это питание иманом, это возвеличивание имана в его сердце. Это ризк, питание, которое дает возможность приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. И это касается лишь верующих. И также лишь к верующим относится пропитание, которое будет в раю. Несметные блага, которые Аллах Та'аля обещал, они коснутся лишь верующих в раю. И напоследок приведем один аят, в котором Аллах Субхану ва Тааля говорит: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. В суре Аль-Фаджр Аллах Та'аля говорит: человек же, если его Господь испытает его и даст ему блага, он говорит: мой Господь полюбил меня, мой Господь возвеличил меня. А когда же Господь его испытает и заберет у него ризк, заберет у него пропитание, то он скажет: мой Господь унизил меня, мой Господь рассердился на меня. Аллах говорит: калля, нет же, говорит. Из этого аята следует, что пропитание, оно не является признаком того, что Аллах любит кого-то. И его отсутствие или же его малое количество не является признаком того, что Аллах разгневался на кого-то. Нет. Не так, как люди судят. Люди так судят, если все в жизни хорошо, богат, все, значит, замечательно. Он думает, что Аллах его любит, что Бог его любит. И то, что раз он в этой жизни у него все хорошо, то и в следующей жизни тоже будет все хорошо. И наоборот думает: смотри вон на них, они в мечеть ходят, бедные там у них, они все. Как уж их может Аллах любить? Как уж их может Бог любить? Они же все бедняки, Он им там ничего не дарует в этой жизни. Это не является признаком того, что Аллах кого-то любит или на кого-то разгневался. И подобные слова Аллах приводит в суре Саба. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. И они сказали:
у нас больше и имущества, и детей, и, следовательно, мы не будем наказаны, говорят они. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Скажи, мой Господь дарует удел тому, кому пожелает, и забирает его у того, у кого пожелает. Но большинство людей, говорят, они не понимают, не знают этого. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا. И ваши дети, и ваше имущество не приближают, не являются той вещью, которая приближает вас к нам, говорит Аллах Та'аля. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Кроме тех, которые уверовали и совершали благие деяния, они, то есть им будет двойная награда. Им будет двойная награда за те деяния, которые они совершали. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Саба. И то есть из этого следует, что человек не должен думать, если он богат, то значит Аллах Тааля его любит. И не следует думать, что если он беден, что Аллах Тааля его не любит и разгневался на него. Нет, это не является признаком. Это все испытание. Богатство и бедность – это лишь все испытание. И, возможно, для бедного человека в бедности благо, а в богатстве для него было бы вредным. Вот. То есть Аллах, Субхану ва Тааля, Он все знает. Он Аль-Алим, и по своей мудрости Он делит имущество так, как пожелает. Возможно, для кого-то из нас, у которого нет имущества, даруя ему Аллах богатство, он бы сошел с прямого пути. Он бы встал на путь грехов, разврата. Но Аллах Та'аля ему не дарует из-за этого. То есть, наоборот, Аллах Та'аля любит его. И бедность это является признаком того, что Аллах Та'аля его любит. И наоборот, богатый человек также может для него, если он станет бедным, он тоже встанет на путь греха. И Аллах Та'аля дарует ему ризк, дарует ему пропитание. То есть Аллах Та'аля знает каждого из нас, и мы не знаем, каким мы были. И поэтому в каком бы положении мы ни были, бедный или богатый, каждый человек должен быть доволен тем положением, которое у него есть. Вот. И каждый человек должен помнить, что все вернутся к Аллаху Субханаху ва Тааля. И на следующем уроке мы, иншаллах, продолжим. На сегодня на этом закончим. Субханак Аллаху бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.